Сегодня 22 июня, и я встал в очередь, как бы записался заранее в СТО в Сыктывкаре. Надо съездить, отремонтировать свой УАЗик. Вот сейчас более успокоился, как бы с полоборота завелся, но все равно неустойчиво работает, горит лампочка ПВР двигателя. И боюсь даже заглушить. Если я заглушу, все, сразу не заведешь ее. Чуть-чуть мотор остынет, потом уже только заведется. Сегодня будет новое СТО. Попробуем, что за СТО. Я один раз на развал схождения туда съездил на Жигулях. И как бы, дай, думаю, позвоню еще туда. Позвонил, и там вообще пригласили меня с УАЗиком. Вроде как ремонтируют, надо попробовать. Всю дорогу, конечно, снимать не буду. Может, только включусь на обратном пути. Расскажу, какое СТО, отремонтировали машину или нет. В общем, надо съездить. Не люблю, когда у меня что-то не в порядке. Со мной или с семьей, или с техникой. Все единое это у меня. Техника, семья. В общем, надо съездить. Поехали. Может, что и получится. Надо верить всегда в хорошее. Вот смотрите, горит, родимая. И машина будет работать. И я уверен, будет работать до Сыктывкара, куда он денется. Но я боюсь заглушить. Если заглушу, уже не заведу. Ребята, лиса бежит. Я не знаю, видно, нет. Все трясет меня. Машину-то есть. Вон, направо побежал. Вон, опять вышла. Вон, смотрите, голая такая, блин. Голая, вон. Блин, все трясет УАЗик. И все время передо мной. Уже где-то метров 300, наверное, бежит. Вон. Как кошка. Лысая кошка, как будто. Вон. Блин, так трясет. Невозможно снимать. Такая скорость у нее. О, все. Надеюсь, сейчас уже точно не выйдет. Не знаю, почему сразу не ушла в лес. Бежит и бежит. Я по грунтовке пока еще еду. Останавливался еще на свалке. Возле свалки там остановился и ящик перетащил. Ну, как бы я уже не стал заезжать. Там штук 7 ящиков мусора было у меня. И прошлую поездку я приезжал, тоже опилки привозил. И заезжал на свалку. И на свалке я проколол свое колесо УАЗика. Там гвоздь, наверное, 125-ка была. Проткнул я вообще. Попал гвоздь. И пришлось ремонтировать даже. Запасная камера у меня была. Поменял все это дело. Запаска новая, считай, сейчас. Ну так, едем потихоньку. Большой дождь был. Дорога такая, как гололед, скользкая. Где-то сантиметр 5-7, наверное, все размокло и туда-сюда кидает машину. Еду где-то 50-60 километров в час. А спешить некуда, я рано вышел там, чтобы не спеша доехать. В общем, едем. Я, ребята, уже в городе. Как бы приехал чуть раньше времени, жду 9 часов. 9 часов должны меня загнать. Главное, доехали. Никуда не останавливались, только на заправку заправлялись, и я машину не глушил. Ну что, ребята, лампочка не горит, все потухло. Выключаем.
О, смотрите, все потухло. И будем заводить. Все заводится. Дело-то оказалось на 5 минут, а потеряли мы полдня. Сейчас я остановился, я уже еду обратно домой. Остановился, перекурим. Немножко жарко на УАЗике и чуть-чуть, наверное, передохнуть на свежем воздухе. Смотрите, уже комары. Комаров очень-очень много, я смотрю. Ветерок, шел дождь, вон такие тучи у нас хмурые. Сейчас еще вкратце расскажу, что и как я вообще съездил. Да, действительно, комаров много уже. Короче, был на том СТО, где я остановился. Показывал этот ангар. Но этот СТО мне ничем не помогло. Вообще они даже диагностику не смогли сделать. У них даже где подошло вот штекер, куда подсоединяют, ну, для диагностики. Там я потерял, ну, где-то минут 30-40, наверное. Они дали телефон, говорит, позвони туда, съезди туда. Может там, ну как, даже не СТО там, а просто какой-то частник, я не знаю, там, вот даже гремит. Частник, он просто диагностику делает, потом, говорит, сам купишь, какой надо датчик. А я этот листок взял, но я вышел из этого СТО, они деньги не взяли, ну просто посмотрели и все, ничем помочь не могли. И я бумажку ихнюю взял, и перед тем, я вышел, начал заводить, машина вообще у меня не заводится. И я сразу позвонил еще в одну компанию, Овен, кто в ком живет, в Сыктывкаре тем более, знают такое. Я туда уже давно не ездил, как-то тоже ремонтировался я уже не раз и не очень так ремонтируют. Но у меня другого выхода не было. Я просто других СТО не знаю, где вот УАЗики ремонтируют. Фу, смотрите, сколько комаров уже. И позвонил, без проблем, давай, говорит, приезжай. Я недолго, ничего не думая, кое-как завели машину мою. И я поехал на Овен. Но Овен тоже не сразу и не мог найти. Там вообще узко, там какие-то гаражи. Непонятно, куда они переехали, на гаражную улицу. Останавливаюсь, не выключаю. У людей спрашиваю, где, куда. Нашел, заехал. И там, короче, диагностику сделали. И диагностика показала этот датчик, который я прошлую осень поменял. Это тоже самая проблема. И в общем, вон опять дождь начался. И я, короче, там еще пару часов пробыл. Ремонтировали. Ну, как ремонтировали? Диагностику сделали, съездили за датчиком, поменяли. Вот такая фигня. А я запасной датчик, который я брал, вообще оказался нерабочий. Я ведь дома перед этим как бы менял тоже датчик этот. И, наверное, этот датчик у меня оказался нерабочим. Потому что работу ту же самую сделали, что и я дома. Был бы рабочий датчик, и не было бы таких проблем, какие сейчас вот в эти дни у меня были. Вообще машина не заводится. Спасибо, не глушил, доехал до города. Ну что, будем надеяться, что этот датчик поработает. Прошлый датчик где-то километров 200, так, подожди, 200-250, наверное, проехал и все. И наблюдайте, смотрите мои видео. Сейчас уже будем как бы ездить на УАЗике в походы. Надеюсь, будем ездить, если погода позволит. Там погода уже конец июня, и лето не видим. Один день тепло, и опять дожди. Вон, опять гремит. После грома всегда похолодает.
Сейчас немножко отдохнем и дальше поедем. Ну, ничего интересного больше сказать и рассказать не могу. Ничего такого удивительного я не видел, не встречал. Вроде все без происшествий. На дорогах там аварий тоже не было. И в сторону Усть-Кулома, ну вот я от Сторожевска уже в другую сторону еду, а скажем, Сыктывкар, Сторожевск, там ремонты идут, дорогу ремонтируют. Ямочные ремонты, конечно, делают, это никуда не годные ямочные ремонты. И в некоторых местах сплошные, ну, сплошной асфальт ложат. А ямочные ремонты, ну, как бы, я сказал так, плохо ремонтируют, потому что одну яму закрывают, вторую яму небольшую уже оставляют, а через неделю эта яма уже становится огромной после того, как, сейчас уже начали возить лес, и больше грузы ломают асфальт вообще. Вот погода поменялась. Целый день. А в городе, когда был, там вообще такой ливень был, вообще ужасный ливень. Там ручьи начали по асфальту течь. Не знаю, как дома. Но тут осталось уже немножко. Как всегда, я здесь, вот, возле Большелуга останавливаюсь. Это уже здесь и людей, как бы машин практически нету. Там уже остается там 3 села. Сейчас я попью лимонад и поедем дальше. Во, машины гоняют. Это наш, наверное, тоже Нившевский кто-то проехал. Наш. И если нравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь. А на этом все. Всем пока и до новых встреч на природе в Коми.